Древние рисунки пещерного человека, река Белая и планшет. В Шульганташе прошел необычный цифровой пленэр. На него приехали художники из Москвы, Санкт-Петербурга, разумеется, Уфы. Один из участников и, я бы сказала, идейных вдохновителей и организаторов сегодня у нас в студии. Здравствуйте, об этом поговорим сегодня. Денис Мишин, художник и куратор первого цифрового пленэра в музее-заповеднике пещера Шульганташ в Бурзянском районе. Денис Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Роза, здравствуйте, зрители. Мы сегодня с вами обсуждаем цифровой пленэр. Само по себе словосочетание уже немного, мне кажется, вот как оксюморон звучит, если честно. Все верно. Именно для этого я его и придумал. То есть у нас полным ходом меняется инструмент работы, да, в сфере искусства. То есть мы переходим от кистей, краски, карандашей к цифре, да, в том числе и. Вот. А так как пленэр это была вотчина именно таких вот ретро-художников, так скажем, да, вот, и в том числе потому, что я сам часто путешествую и делаю короткие зарисовки, буквально в течение минуты на телефоне, я подумал, что, наверное, я такой не один, и будет классно, если я соберу людей, которые также хотят этим заниматься. Придумал такой цифровой пленэр, который приглашу цифровых художников, мы порисуем, получим кайф, обменяемся опытом. И это выросло в большой проект, можно сказать, уже международный. То есть обычных кистей и красок нет? Принципиальное отличие цифрового художника, что ему достаточно просто иметь телефон. Он даже может не быть на пленэре, он может быть просто в любом месте, увидеть сюжет и запечатлеть его тут же. То есть не откладывая, не приходя потом с оборудованием, да, не ища вот этот цвет. То есть он буквально каждую минуту на пленэре. Ну тогда какое же это творчество, если просто под рукой телефон, нет кистей, и в чем тогда авторство заключается? Авторство заключается не в кистях или телефоне, авторство заключается в видении художника, сюжета. То есть он может убрать лишнее. Почему я, например, начал зарисовывать свои собственные этюды? Во-первых, мне нравятся просто этюды. А во-вторых, если я просто вижу что-то красивое, для меня красивое, и фиксирую это на телефон, просто сфотографировав, я вижу много того, что мне не нужно. Например, я не это видел. И я просто делаю рисунок именно того, что я увидел. Что-то добавляю, что-то убавляю. И получается именно мой продукт, вот мое видение вот этого вот места или сюжета. Это не фотошоп? Это не то, что не фотошоп, это фотошоп туда тоже, естественно, включается. Это любая программа графическая на телефоне или компьютере, в том числе и не исключается. У нас, кстати говоря, по поводу художников, у нас многие художники применяли, а некоторые полностью их использовали, потому что вот у меня был художник, есть из Уфы, это Дмитрий Учителев, или Учителев, я вот, к сожалению, не знаю, как точно звучит его фамилия. У него произошла трагедия, у него был инсульт, и он не мог позволить себе продолжать работать. И для него это было просто спасением, и он живет этим сейчас. Ну, то, что он мастер спорта по промпту, это уж я уже молчу. Денис Валерьевич, а расскажите, кто принимал участие в этом цифровом пленэре в Бурзянском районе? Я стараюсь привлекать разную географию. Для музея это полезно, потому что я хочу, чтобы все знали о существовании этого музея, да, прекрасного, крутого эстетически, и архитектурно, и по наполнению музей превосходит, наверное, в каком-то смысле музеи в России. Вот это он появился буквально благодаря инициативе некоторых людей, в том числе и директора. Вот, только благодаря ему, Тимуру Сабитову, который был генеральным, скажем, дизайнером этого музея, мы получили прекрасную жемчужину. Вот, и мне захотелось привозить туда именно других художников, которые могли бы просто, восхитившись, они все восхищаются всегда этим местом и музеем, распространять информацию про него. В этом году приезжали у меня из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратов, Уфа. Так, что-то я забыл. Но в любом случае, то есть география была обширная. Это главный такой момент, да, расширить географию. Почему именно в Капову пещеру решили привезти? Причем, я так понимаю, что у вас допуск был в пещеру.
внутрь нет. Сейчас это закрытая территория под защитой ЮНЕСКО. Я даже не имею права требовать или просить этого. Это будет просто нарушением. Почему именно туда? Потому что мы как бы прокладываем вот эту вот линию преемственности от первых рисунков, которым на секундочку 20 тысяч лет. Ведь тот человек, который придумал макнуть палец в какой-то, ну, не знаю, во что-то, что больше похоже на краску, и провести линию и бросить нарисовать на стене какой-то объект, это и был как раз первый продукт творения, и можно сказать, что это равносильно нашему ИИ. И вот мы эту тропочку прокладываем. Мы в авангарде, они в арьергарде вот этого вот творческого процесса. Интересно, что вот нам сейчас показывают картины, и есть не только пейзажи, но еще и животные, да, какие-то мифические, мифологические темы есть. Тематика, я так понимаю, в работах разнообразная. Знаете, в чем плюс и минус? Меня художники спрашивают, что рисовать и как. Я говорю, ну вы что, не самостоятельные? Вот как вам хочется, так и делайте. У меня полная свобода действий. Это хоть и рисунок, это может концептуальное искусство. Я люблю, кстати, концептуальное искусство. Мне нравится, когда люди приходят и создают что-то такое, над чем надо подумать. В этот раз концептуально подошли Вадим Халитов из Уфы, известный художник уфимский, которых, в принципе, в Уфе и в Башкирии маловато. К сожалению, надо вот эту сферу развивать. И московская художница Оксана через Пуртицкая. Вот, они полностью ушли в концепцию, и в прошлом году концептуальные художники были, остальные более-менее традиционалисты такие, живопись, графика. Есть какой-то момент, какой-то образ, который вас уже впечатлил, и вы тоже готовы его и хотите воплотить? Вот, может быть, есть какое-то творческое, скажем так, послевкусие после цифрового пленэра? Знаете, я вам что скажу? Сам цифровой пленэр – это ведь мой продукт творения. То есть я после вкусия и до вкусия, и во время вкусия, да, полностью получаю. То есть я это придумал, я вижу, как ребята работают, им нравится там находиться, вот, их там кормят, у них есть где жить, вот, у них есть возможность посетить все возможные места, все увидеть, все поспрашивать. Вот, и они начинают создавать образ того места, в котором они побывали. Вот это я наблюдаю, от этого кайфую. Вот если вновь вернуться к теме, что такое цифровой пленэр, и это все-таки техника или человек? Это в первую очередь, конечно, человек, естественно. Какая тут может быть техника? Первично, для меня лично, первичная идея. Исполнение может быть хуже. Вот, например, если, вот, допустим, представим, мы видим красивый автомобиль, но он не ездит. Или что-то, что ездит, но некрасивое. Что мы выберем? Функцию или красоту? Я вот думаю, функцию, наверное. Есть ли у цифрового пленэра преимущество перед традиционным пленэром, скажем так? Не будем противопоставлять, но тем не менее, у каждого из них есть свои особенности. Конечно, конечно. Там мастера другого уровня. Естественно, мы никак не... Я, если честно, преклоняюсь перед традиционными художниками. У них огромная школа мастерства, вот. Но современный мир такой, и отличие именно в том, что цифровой художник мобилен. И у меня же присутствовали художники и дистанционно. В прошлом году это получилось случайно, потому что один из художников, арт-группа была, он уступил место, потому что желающих очень было много, и он оставил только дочку, а сам говорит, я буду дистанционно помогать. Прекрасно, у нас еще появился прекрасный художник в коллективе. Потом одна девушка просто не смогла приехать, и художница из Братиславы, она физически не могла приехать. И это мне показалось экспериментом, потому что сначала было первым требованием быть на месте, а потом я подумал, да зачем это требование быть на месте, когда главное ментальное присутствие. Человек может изучить тему и создать что-то. И в этом году было уже почти половина художников, которые были дистанционно. Половина из них просто не могла приехать по состоянию здоровья. Оля Фролова, которая живет в Китае, не могла приехать, потому что она в Китае. И так, а я уже забыл, к чему я это все вел. Мы вели к тому, что цифровой пленэр позволяет не присутствовать непосредственно на месте, а можно и онлайн присоединиться к этому флешмобу, к этой акции. Да-да-да, вот я вспомнил. Сергей В., московский художник, он полностью изучил географию этого района, все перепады высот. То есть он на картах смотрел, как это все смотрится, и создал серию работ, но он как будто с нами присутствовал.
Вот я смотрю на работы, он тут был. Не может быть такого, что его тут не было, потому что вот переедать это невозможно. Где можно увидеть эти работы? Наверняка есть в интернете или вы не выставляете? У нас есть сайт, его нам помогает делать партнер. Он взял на себя полностью создание, ведение. Вот, сайт называется digitalplener.ru. Можно найти нас в соцсетях, там все выложено, все работы, все художники, вся информация, где мы были. Летом у нас был пленэр, точнее не летом, весной в Москве на Патриарших прудах, посвященный Булгакову и мастеру Маргарите в сотрудничестве с музеем Михаила Булгакова. Они нам провели экскурсию, напитались и вот нарисовали или создали какие-то объекты, связанные с этим местом или с этим произведением. Так, еще бы хотел бы сказать, наверное, о том, что так как это наша личная инициатива, моя личная инициатива, вот, это не коммерческий проект, и очень большое спасибо Творческому союзу художников, который поддержал нас. Вот. Лично Константину Васильевичу Худякову, который является вице-президентом Академии и поддерживает цифровое искусство, ему на секундочку больше 80 лет, но он в цифре. То есть, представляете, как вот человек с живым умом. То есть освоил цифру, работает в этом во всем и продвигает это по всей стране. Так, кого-то подзабыл, ну, музей Шульганташ, конечно же. Вот, директора Фазиля Альферовича. Это выдающий человек. Без него бы ничего не получилось здесь, в Башкирии. У нас там арт-резиденция. Сколько всего участников присоединились к пленэру? В этом году было поменьше, 11 человек. В прошлом больше, около 18, что ли. А где были выставлены, о выставленных работах мы уже сказали. Выбрали ли лучшую? Такой задачи не стояло. Я для себя, естественно, какие-то оценки делаю, что-то лучше, что-то похуже, но похуже не в том плане, что вообще где-то есть выдающиеся работы. Например, в прошлом году два художника-архитектора из Москвы придумали целую мифологию по поводу рисунков в пещере. Они это представили как стена желания. То есть женщина рисовала, чего она хочет, мамонта хочу, вот, человека хочу, то есть вот такая вот своеобразная палеонтологическая стена желания. И даже создали статью по этому поводу, когда они презентовали, были научные сотрудники, мы на них смотрели, они в ужасе вот так вот сидели, я говорю, успокойтесь, это все миф, это все иллюзия. Денис Валерьевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о цифровом пленэре, о том, как он прошел в Бурзянском районе. Желаем вам творческих успехов, чтобы и дальше было интересно, и также ум оставался по-прежнему живым. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа интервью. На наши вопросы отвечал Денис Мишин. Это организатор цифрового пленэра в Бурзянском районе. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.